Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Делегация Минэкономразвития России, возглавляемая заместителем министра Дмитрием Вольвовичем, посетила место строительства республиканской детской больницы в Сухуми. АЖД проводит комплексную работу по улучшению состояния железной дороги. Обо всем подробнее в материале наших корреспондентов. Подведены итоги деятельности уполномоченного по правам ребенка в Абхазии за прошлый год. В Казани продолжаются международные спортивные игры БРИКС. Расскажем о достижениях наших спортсменов. В Абхазии находится делегация Минэкономразвития России, возглавляемая заместителем министра экономического развития Дмитрием Вольвовичем. Осмотр объектов, финансируемых за счет средств инвестиционной программы, начался с посещения республиканской детской больницы. К реализации этого проекта приступили в текущем месяце. Трехэтажное здание на 65 койко-мест планируется построить за 3 года. В больнице будут работать диагностическое, хирургическое и центральное стерилизационное отделение, лаборатория, рентген. Новая детская больница республиканского значения будет построена по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. В настоящее время идет процесс переноски автомобильной парковки с территории будущей детской больницы. Хочу сказать, что мы очень долго решали, где будет размещен этот комплекс. Разные варианты рассматривались, но по утверждению Министерства здравоохранения мы, в принципе, с коллегами из Российской Федерации тоже пришли к выводу, что идеальное место для размещения этого комплекса именно здесь. У нас лимит порядка 600 с лишним миллионов. У нас строительство должно длиться в течение 2 лет. Мы должны завершить объект в течение 2 лет. Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвович подчеркнул, что проект строительства детской республиканской больницы является социально значимым и одним из наиболее крупных по размеру финансирования мероприятием инвестпрограммы 2023-2025 годы. В считанные дни и начнутся строительные работы. И, конечно, мы все оптимисты, надеемся, что действительно за 25 и за 26 годы нам удастся поднять и обустроить новую современную детскую больницу, которая здесь вместе с республиканской больницей будет составлять такой целый медицинский кластер в городе. И я думаю, что это очень важно для здравоохранения в целом, да и вообще для социальной сферы республики. И, как я понимаю, здесь в туристический сезон понятно, что и туристы обращаются за медицинской помощью, поэтому я думаю, что это действительно, особенно поскольку мы улучшаем именно условия оказания медицинской помощи детям, мне кажется, это очень-очень важно. То есть мы будем вместе с коллегами очень стараться, чтобы этот объект в установленные сроки был завершен и введен в эксплуатацию. Очень важно, что на одной территории будет располагаться республиканское детское медучреждение. Как отметил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба, будут созданы все условия для оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению. Все делается для того, чтобы нашим гражданам и гостям, которые будут обращаться за медицинской помощью, было удобно, комфортно, все было в одной локации. Это очень важно. И с медицинской точки зрения это очень тоже хорошо и знаково будет. На одной территории будет большой клинический центр. И пути подъезда, площадки для служебного транспорта, для скорых машин скорой медицинской помощи. Мы понимаем, что в летние курортные сезоны в разы увеличивается нагрузка на лечебные учреждения республики. Мы неоднократно уже говорили о том, что мы готовимся к курортному сезону, и летние периоды, это июль, август, сентябрь, часть сентября, это пиковые нагрузки на наши лечебные учреждения. Поэтому, находясь здесь, мы сейчас видим, насколько все правильно было спланировано. Огромное спасибо за все те действия, которые принесут пользу всем гражданам, которые в этом нуждаются. Строительство республиканской детской больницы в Сухуми начнется уже в текущем месяце. Алика Трапшамра Зарандия, Рамо Камки, Абхазское телевидение.
14 июня была продолжена рабочая встреча премьер-министра Александра Анквабе, заместителя Минэкономразвития Российской Федерации Дмитрия Вольвача с участием членов Абхаза Российской межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству и представителей федеральных органов исполнительной власти России. Стороны обсудили проблемы предупреждения энергодефицита в предстоящем осенне-зимнем периоде и механизмы его возмещения. Отдельные консультации специалистов были проведены в Министерстве энергетики и транспорта Абхазии. Также рабочие группы сторон подвели итоги двухдневных консультаций по отраслям сотрудничества и определили планы на ближайшую перспективу. Заседание рабочей группы по контролю за реализацией инвестпроекта по возобновлению деятельности международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинова состоялось в Кабмине. Участники встречи рассмотрели мастер-план развития аэропорта, дорожную карту по реализации проекта восстановления авиасообщений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, энергообеспечение и другие вопросы, актуальные на текущем этапе реализации проекта. Стороны зафиксировали, что работы ведутся в рамках установленного плана без отставания от графика. По окончании заседания участники рабочей группы ознакомились с ходом работ на объекте. В частных домах Гудаутского района завершены работы по замене кровли. В результате ураганного ветра в конце прошлого года инфраструктуре и частным домовладениям Гудаутского района был нанесен колоссальный ущерб. Из резервного фонда президента было выделено более 25 миллионов рублей на ремонт кровель. Большая часть работ была выполнена в течение первых месяцев. На сегодняшний день полностью заменены кровли домов общей площадью 6200 квадратных метров. Гугут Савардания расскажет подробнее. После разгула стихии в конце 2023 года инфраструктуре и частным домовладениям Гудаутского района был нанесен колоссальный ущерб. Из резервного фонда президента было выделено более 25 миллионов рублей на ремонт кровель. Наибольший урон был нанесен селам Лыхны, Хепста, Абгархук. Произошло стихийное бедствие в виде урагана и дождя. Всю ночь бушевал порывистый ветер и снес крыши домов. Утром следующего дня была создана комиссия, которая оценила размеры нанесенного ущерба. В итоге в результате непогоды пострадали 37 частных домовладений и один двухэтажный секционный дом. Мы находимся возле домовладения секционного дома двухэтажного, который построен в 50-х годах. Здесь тоже сорвало крышу и, значит, была выполнена замена кровли в количестве 268 квадратных метров на сумму 946 тысяч рублей. Работы все выполнены, финансирование завершено. Кровли стали менять практически сразу. Строительные бригады поработали оперативно и качественно. В числе пострадавших и домовладения семьи Курмазия. Не то, что здесь крышу. Заборы повалило, на могилы крыши посрывало, метров за 300-400 унесло. На второй же день привезли нам материал, то, что нужно было, вот и доски, и профнастил. И все то, что причитается к ним. Все сделали через 2-3 дня, нам, слава богу, сделали. Прямо по горячим следам все делать, потому что люди остались без крыши, все текло, значит, страдало имущество, мебель, бытовая техника, и поэтому дома делались прямо на следующий день, начали делать. И очень оперативно поработали, значит, ГРСО при администрации Гудаутского района, есть строительная организация, ГРСО называется, руководитель Хинба Дикран Михайлович. Жители выражают благодарность властям страны и района за поддержку, а также отмечают высокий уровень профессионализма строительных бригад. Со всех сторон помогли, спасибо им большое за помощь. После урагана всю кровлю снесло и на самом доме, и то, что навес. После урагана сразу же там в течение 5 дней помогли, как бы все восстановили. Большая часть работ была выполнена в течение первых месяцев. На сегодняшний день полностью заменены крыши домов общей площадью более 6000 квадратных метров. Гугут Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.
Компания Апсну Ойл проводит комплекс работ по очистке ливневых коллекторов в районе поселка Багмаран. Прошедшие на этой неделе ливневые дожди вызвали затопление жилого района и близлежащих территорий на окраине Сухума рядом с АЗС «Подорожник». Был нанесен ущерб жилым постройкам и техническим сооружениям. Аналогичные масштабные работы компания Апсну Ойл своими силами проводила в прошлом году в поселке Бзыпт Гагрского района, где при ликвидации последствий смерча, вызвавшего массовое затопление, было расчищено и восстановлено более 2 километров дренажных систем. С начала года работниками АЖД Абхазии была проведена комплексная работа по замене шпал, рельсов, стрелочных переводов, скреплений. Привели в надлежащее состояние полосу отвода. В общем, полный комплекс мероприятий позволил нарастить объемы грузоперевозок на дистанции Сухума-Чемчира. Специалисты АЖД также провели ряд работ в районе порта города Чемчира и в столице. В здании Центрального Сухумского вокзала идет замена крыши. Детали в материале Ульяны Рожковой. Одним из важных звеньев транспортной инфраструктуры является железная дорога. В этом году АЖД Абхазии провело ряд работ в Чемчирском районе, а именно в районе порта города Чемчира. Был построен дополнительный участок пути длиной в 350 метров. Работы длились около 2 месяцев. Уже у нас определенные проблемы возникали, и поэтому с учетом всего этого мы пошли на то, чтобы построить там ответвление и 350 метров пути, где даст нам возможность увеличить объем подачи и уборки вагонов и еще упростить, улучшить качество нашей работы в этом морском порту. Также работниками АЖД был произведен ремонт второй контактной сети от станции Гагра до города Сухум. Еще в прошлом году был запущен первый рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Псоу-Гагра. «Ласточка» – скоростной электропоезд, созданный для российских железных дорог в 2014 году. Его особенность – скорость. Уже в этом году был произведен тестовый проезд электропоезда до станции Сухум. Главный вокзал столицы сейчас проходит реконструкцию. Проводится замена крыши, также будет заменен фасад здания. Заменит оставшиеся, где установлены фальш-окна здесь по вокзалу, здесь по этому зданию. Мы их заменяем на окна, поставим и к сентябрю месяцу с покраской Гудаутского здания вокзала фасадной стороны, финишная покраска, к сентябрю месяцу, плюс еще зал ожидания тоже Гудаута. Все эти работы планируем к сентябрю месяцу закончить. Железные пути по Кадорскому мосту также нуждаются в восстановлении, говорит Леонид Куру. А сам мост был построен в 30-е годы прошлого века и с тех пор не подлежал реконструкции. Во время Отечественной войны народ Абхазии подвергся повреждению и был отремонтирован по временной схеме. В прошлом году мы приглашали специалистов, диагностиков из Ростовского центра, которые показали, что мост сам пока нагрузки выдерживает, но необходимо в течение 1-2 лет восстановить те коррозированные части, это нижние связи, поперечные, горизонтальные связи, которые с верхней части, полки нижние, которые уже необходимо заменить. Они нам известны, ведется закуп материала, подготовка, проектная смета, документация тоже на выходе, и поэтому обязательно мы запланировали в этом году эту работу, обязательно будем проводить. На этот год запланировано много работ по диагностике и обследованию тоннелей. Планируется отремонтировать фасадную часть вокзала Нового Афона. Важную роль играют волноотбойные подпорные стены, разрушенные временем и стихией. И вот уже на выходе проектно-сметная документация по их восстановлению. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Подведены итоги деятельности уполномоченного по правам ребенка в Абхазии за прошлый год. В инфоцентре президента республики прошла пресс-конференция омбудсмена и сотрудников аппарата. Они рассказали о направлениях деятельности и с какими проблемами сталкиваются в области защиты прав и интересов несовершеннолетних. Репортаж Шазины Ханагу.
Дата проведения пресс-конференции выбрана не случайно. Ровно 3 года назад, 14 июня 2021 года, указом президента Аслана Бжаня в Абхазии впервые была учреждена должность уполномоченного по правам ребенка. Аппарат является одной из важнейших политических инноваций нашего государства в области Института охраны детства. За 2023 год на имя омбудсмена поступило 65 обращений. Больше всего заявлений поступало из Сухума, меньше всего из Гала. За отчетный период более чем на 70% от общего количества обращений удалось успешно завершить и восстановить ребенка в его законных правах. В процентном соотношении, если анализировать, получается 44,9% заявлений они были связаны с фактами насилия в отношении несовершеннолетних. Это и физическое, и сексуальное, и психологическое насилие. 33,3% заявлений были связаны с нарушением права любого ребенка жить и воспитываться в семье, общаться с родственниками. 8,7% заявлений были связаны с отсутствием у несовершеннолетних документов, удостоверяющих их личность. 7,2% заявлений были связаны с нарушением права ребенка на получение образования. 5,8% заявлений были связаны с нарушением получения и обеспечения от родителей. Это алиментные обязательства. Мактина Джинджоли отметила, что разрешить все просьбы заявителей не удалось ввиду наличия в республике системных проблем в Институте охраны детства. К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые нуждаются в опеке, отсутствие единой базы опекунов, отделение для несовершеннолетних в Республиканской специализированной психиатрической больнице, бюджетного учреждения Республиканского кризисного центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Больше всего заявлений поступило от государственных структур республики. Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба подробно рассказала о взаимодействии аппарата с государственными структурами, в частности, с рядом министерств. У нас идет активное взаимодействие со службой социальной поддержки детей и семей, которая также подведомственна Министерству социального обеспечения. Хотелось бы отметить, что именно от этой службы нам поступило и наибольшее количество сигналов о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этапах взаимодействия и достигнутых результатах сотрудничества с Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия рассказала юрист аппарата Екатерина Ляховецкая. 6 марта 2023 года была осуществлена рабочая встреча с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львовой-Беловой Марией Алексеевной. В ходе данной встречи стороны подробно обсудили этапы совершенствования имеющихся механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан Российской Федерации и Республики Абхазия в рамках имеющегося меморандума, а также пришли к следующим договоренностям. Первое – это ознакомление с опытом работы опеки и попечительства в Российской Федерации. И второе – это организация перевозки медицинского оборудования для проведения медицинских операций на базе детской республиканской больницы города Сухум. Продолжительное время из-за отсутствия профессионального операционного ортопедического стола проводить высокотехнологичные операции на базе республиканской детской больницы было невозможно. В связи с чем вынуждены были направлять несовершеннолетних в медицинские центры России, Армении. Хотя местные специалисты вполне могли проводить аналогичные операции. Российская сторона выразила свою готовность в оказании поддержки в приобретении и перевозке ортопедического стола для республиканской детской больницы. По данным Минздрава, в Абхазии выявлено более 870 детей с инвалидностью. При помощи данного медицинского оборудования уже были проведены более 60 успешных операций. В рамках пресс-конференции рассказали и о соблюдении прав несовершеннолетних, находящихся в местах принудительного содержания. Несовершеннолетний осуществил действие по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления несовершеннолетний был задержан и направлен для содержания в изолятор
временного содержания отдела внутренних дел по Очимчирскому району. Далее, 12 июня 2023 года в Очимчирский районный суд органам предварительного расследования было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего. Учитывая экстраординарный характер ситуации, данный сигнал был принят в производство аппарата уполномоченного по правам ребенка. Омбудсмен посетила несовершеннолетнего. Беседа проходила в присутствии педагога, психолога и адвоката. Жалоб уполномоченному со стороны несовершеннолетнего не поступило. Однако было выявлено грубое нарушение, а именно на момент посещения несовершеннолетний содержался в одной камере совместно со взрослыми подозреваемыми. В ходе беседы Мактины Джинджоля с начальником ИВС нарушение было устранено. В дальнейшем было установлено, что несовершеннолетний имеет определенное психическое расстройство. Однако в специализированной психоневрологической больнице на тот момент не было ни одной палаты, в которую можно было поместить несовершеннолетнего. В связи с этим со стороны государства было выделено определенное количество финансовых средств. И в связи с этим несовершеннолетний был помещен в нее. 55 подростков совершили уголовные преступления за последние 5 лет. По словам юриста аппарата детского омбудсмена Назифы Ломи, на статистику влияют нерешенные системные проблемы, отсутствие детского отделения в психоневрологической больнице, пробелы в законодательстве, отсутствие исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних, где должна вестись комплексная работа по перевоспитанию. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Более 180 из закладок с наркотическим средством изъяли сотрудники УКОН МВД. К уголовной ответственности привлечены 2 граждан Республики Абхазия. Подробности в оперативной съемке Министерства внутренних дел. Очередную оперативную разработку по выявлению фактов сбыта наркотических средств на территории Абхазии реализовали сотрудники УКОН МВД. В общей сложности изъято более 180 подготовленных к реализации закладок с наркотическим средством метадон, общая масса которого составила порядка 80 грамм. Так, в результате проведения комплекса разыскных мероприятий в селе Псахара Гагарского района с поличным был задержан житель поселка Колхида Тахтаджан Артур Аванесович, 1993 года рождения. При себе мужчина хранил пакет с заизолированными свертками. Открыв полиэтиленовый пакет, внутри него мы обнаруживаем некие свертки, изолированные. Сейчас мы пересчитаем количество данных свертков. Гражданин Тахтаджан, поясните нам, пожалуйста, что это за свертки? Вы сказали, что внутри них находится наркотическое вещество метадон. Каким образом они оказались у вас? Для чего они вам нужны? То есть данные свертки нужны вам для распространения так называемых тайных закладок. Какую цель вы преследовали во время распространения этих тайных закладок? Вы на этом зарабатывали или... Денежное. Еще раз плохо понимаю. Денежное вознаграждение получали. В каком размере? 2000. 2000 рублей за что? За общую работу? За одну тайную закладку. В разрабатываемой оперативной информации УКОН МВД по ранее установленному наркоканалу 3 ТУЗа также фигурировал второй подозреваемый в сбытии наркотических средств, который был задержан в селе Калдахара Гудаутского района. Барцыц Ливан Алхасович, 1998 года рождения, сознался, что хранит запрещенные вещества в своем жилище, готов указать на тайное место. Впоследствии при осмотре нежилого строения по месту проживания задержанного последний выдал целлофановый сверток, в котором содержались 114 заизолированных пакетов с порошкообразным веществом внутри, принадлежность которого к наркотическому средству метадон установлена в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии. И просмотрим еще. Поясните нам, пожалуйста, как и каким образом данные свертки оказались у вас здесь в таком количестве, так изолированные. Каким образом и для чего они вам нужны? Дали. Кто дал? Где дал? Здесь рядом. Где? Рядом с границей. Рядом с границей с российской стороны, Нет, с нашей стороны. Фотку скинули, пошел, поднял. То есть вы приобрели это в виде тайной закладки? Да. Какую за какое денежное средство все это приобрели? За сколько денег? 200. 200 тысяч рублей.
После того, как вы это приобрели, тоже было 114 свертков или было больше, меньше? Было 114. 114. Почему вы решили приобрести такое некруглое число? Болею. Чем болеете? Хотел, травлюсь, болею. И все 114 свертков для того, чтобы употреблять? Несмотря на утверждение гражданина Барцыц, что данное наркотическое средство весом более 48,5 граммов он намерен употребить лично, установлено, что и ранее последний участвовал в реализации запрещенных веществ путем так называемых тайных закладок. Поясните мне, пожалуйста, вы знакомы с таким гражданином, как по имени Артур? Да. Это кто вам получается? Друг. Друг? Да. Давно с ним знакомы? Да. Если увидите гражданина Тахтаджана Артура, вы его узнаете? Да. В обязательном порядке в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обследовано жилище ранее задержанного Тахтаджан Артура Ванесовича, где не было найдено запрещенных предметов и веществ. При этом подозреваемый указал на места, в которых он уже сделал закладки с наркотическим средством. Внимание, на земле у основания дерева лежит изолированный синей изолентой сверток. Видно, граждане понятые? Во время производства тайных закладок вы были один или с кем-то? Один. Во время производства этих именно тайных закладок? Я вас понял. Вообще вы говорили о том, что делали около 150 закладок. Все закладки вы делали один? А с кем делали? Еще раз? Фамилия? В отношении гражданина Тахтаджан Следственным отделом управления внутренних дел по Гагарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Аналогичный состав преступления вменяется и гражданину Барцыц. Расследование уголовного дела в отношении последнего проводит следственный орган Гудаутского РОВД. Вышеназванные лица содержатся под стражей. Расследование продолжается. В Казани продолжаются международные спортивные игры БРИКС. 14 июня абхазские спортсмены выступили в соревнованиях по ушу, теннису, самбо и карате. О втором дне соревнований и о том, какие результаты у наших спортсменов в материале Ади Цесагария. Второй день игр БРИКС завершился. Однако праздничная обстановка на улицах Казани царила и после основных мероприятий. Организаторы сделали все возможное, чтобы гостям мероприятия было комфортно и интересно. На территории проведения игр прошли костюмированные вечеринки и танцы на улицах со светомузыкой и диджеем. На улицах города радушно встречают гостей. Спортсмены из Абхазии, как и все участники соревнований, проживают в деревне Универсиада. В свободное время здесь царит атмосфера праздника. По количеству видов спорта, комплектов медалей, участников стран, спортивных объектов данные игры в разы превосходят предыдущие игры БРИКС. Разыгрывается 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Игры пройдут в Москве и Казани. Международный олимпийский комитет Абхазию не признала как спортсменов, чтобы они выходили под своим флагом. И сегодня у нас есть такая возможность проявить себя. Спортсмены, которые занимаются в Абхазии, и спортсмены, которые занимаются в России, они сегодня выступают под абхазским флагом с большим удовольствием. Есть такие моменты, где они даже отказались выступать за Россию, а выступать за Абхазию под абхазским флагом. Для Абхазии это очень значимые соревнования. Оно оценивается как чемпионат мира, как Олимпийские игры по большому счету. И выходить первым на парад для Абхазии очень большое достижение. С абхазским флагом в национальной форме Ахрик Цвейба продемонстрировал, вышел на парад первым. Это для нас очень значимо, я считаю. Во второй день соревнований абхазские спортсмены выступили в 4 дисциплинах – большому теннису, ушу, самбо и карате. В соревнованиях по теннису прошли 3 встречи. Нашу страну на международной арене представили Астамури Александр Кация и Андрей Делинян. Спортсменов тренирует Саид Бебия. Мы встречаемся с командой Азербайджана. Надеемся, что сегодня мы выступим намного лучше, чем вчера, так как в связи с тем, что у нас были перелеты, команда пока акклиматизируется, уже более нашли форму.
Надеемся, что сегодня мы победим, заработаем очки для нашей сборной. Сегодня играли две одиночки, одну пару. Одну одиночку выиграли, вторую проиграли. Дальше была вся надежда на пару. Вот, играли вот эти два молодых человека. Очень серьезный бой был, напряженный. В одном напряженном моменте, чтобы подбодрить их, на абхазском начал говорить, мол, апсу, абхакаш, цата, моя рашигай. Тем не менее, сыграли с счетом 7-5, 6-2. К сожалению, не в нашу пользу, но зато достойно, как красивая игра была. В соревнованиях по ушу на ковре боролись Леон и Давид Амичба и Милена Коваленко. В своих выступлениях наши спортсмены показали твердый характер и упорно боролись до последних секунд. Однако соперники оказались в разы сильнее. Поединок между двумя сборными получился упорным и захватывающим. Леон Амичба получил травму и уступил спортсмену из России. Давид Амичба в своем поединке уступил в 1/4 финала. Спортсменов тренирует президент Федерации тайского бокса Абхазии Тимураз Гергидава. В соревнованиях по самбо Ирена Адлиева уступила в первом поединке спортсменке из Узбекистана, а Мурат Аров одержал победу над спортсменом из Венесуэлы со счетом 8-0. Тем самым вышел в 1/4 финала, а уже в следующем бою Мурат уступил самбисту из Белоруссии. Еще один самбист Саид Адлиева уступил в первом поединке спортсмену из Кыргызстана. Атмосфера во время схваток очень волнительная, но и в то же время домашняя, так как участники чувствуют поддержку болельщиков и в зале, и на родине. Всем спасибо за поддержку, спасибо за такую возможность, которую предоставили. По регламенту составленных дисциплин выступили и каратисты. Диана Романова в дисциплине ката встретилась в поединке с китаянкой. Лучшие условия подготовки не заставили себя долго ждать. В очередном напряженном поединке по ката китаянка техническим навыком превзошла Диану Романову. Каратист Даниил Щербинов в своей категории уступил спортсмену из Бахрейна. Соревнования на высшем уровне, спортсмены все сильные, проиграла призерки. А так, конечно, очень масштабные соревнования. Все сильные спортсмены, все заряженные. Желаю всем спортсменам удачи. Перспективные спортсмены нашей страны с гордо поднятой головой представляют на международной арене АПСН. В международных спортивных соревнованиях БРИКС участвуют сильнейшие спортсмены со всех уголков мира. Наша страна впервые принимает участие в столь масштабном мультиспортивном мероприятии. Это большой стимул и огромный рывок к вершинам спорта. Адис Сагария, Нарсо Цулукия, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 15, 16 и 17 июня на территории Абхазии в субботу, в выходные дни и в понедельник временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.